Пожалуйста. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, в республике на прошедшей неделе произошло 337 пожаров, при которых спасены 5 человек. К сожалению, 2 спасти не удалось. Отмечу пожар от 5 июня в Миякинском районе, где благодаря срабатыванию пожарного извещателя спаслись 3 малолетних детей, оставленные матерью дома одни. 10-летняя девочка, услышав звук мини-сирены, взяла на руки своего 4-месячного братишку и вместе с 8-летней сестренкой покинули горящий дом. Отчетный период на территории республики зарегистрировано 6 лесных пожаров. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. На сегодняшнее утро продолжает действовать один лесной пожар в Учеленском районе, который локализован и не представляет угрозы населенным пунктам. В соответствии с вашим распоряжением, Ради Фаритович, с учетом стабилизации обстановки с ландшафтными пожарами, 4 июня отменен особый противопожарный режим на территории республики. На прошедшей неделе на водных объектах республики Госинспекцией МЧС России зарегистрировано 2 происшествия в Татышлинском и Уфимском районах, в результате которых погибли 2 человека при купании в необорудованном для этой цели месте. Благодаря реализации Главным управлением МЧС России, Государственным комитетом, муниципалитетами комплекса профилактических мер, включающих выставление временных постов спасателей, патрулирование, установку аншлагов, составление административных протоколов, на водных объектах спасено 22 человека. На сегодняшнее утро аттестовано и готово принимать отдыхающих 43 пляжа, 21 муниципалитете. Уважаемый Ради Фаритович, прошу вашего разрешения обратиться к главам администрации с просьбой завершить в кратчайшие сроки аттестацию запланированных ими пляжей и открыть их. На прошедшей неделе зарегистрировано 13 падений с высоты, в результате которых погибли 4, госпитализировано 6 человек. Среди госпитализированных 2 травмированных детей. В связи с начавшимися школьными каникулами обращаюсь к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра. В избежание несчастных случаев, связанных с падением с высоты, пожаром, купанием в необорудованных местах и дорожно-транспортным происшествием. На территории Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского и Хайбулинского районов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым размножением очагов непарного шелкопряда. В завершение докладываю, что на обеспечение безопасности